Друзья, добрый вечер. За окном такая осенняя погодка, дождь, холодно. Но мы сегодня, ребят, на кухне. Вернулся сегодня с очередной грибалочки. В принципе, удачная. Короче, ребят, много вопросов, что как готовите грибы. Понятно, что замораживаем на зиму, готовим свежие. Ну и сегодня, ребят, приготовление именно грибов свежих. Короче, будет интересно. Погнали. Как обычно, Лариса Юрьевна за пультом. Сегодня будем готовить, ребята, именно грибы. Будем пробовать. Опять очередное новое блюдо. Ну, естественно, нам будет помогать наш любимый автоклав Fencel Mini. Вот, потихоньку готовим лучок, чесночок. Как раз свежий, все с огорода, ребята. Все круто. Сейчас все приготовим, что нам нужно. И Лариса Юрьевна расскажет, что сегодня будем делать. Да, перестану плакать только. Кстати, мама приготовила грибную икру. Просили рецепт, но рецепта не будет, ребят, так немножко покажу вообще на выходе, что получается, как это кушается. В общем, грибная икра от Алены Сергеевны. Что наготовила мама? Это у нас заготовочка, пропущенные через мясорубку ножки красноголовика. А это уже идет готовый результат. Уже жареная морковка с луком, с грибами, соль, масло, но без чеснока. Закрываю и замораживаю. Вот в таких контейнерах, значит. Тут уже морковка, лук. Сначала жарю морковку, лук, соль, масло, а потом добавляю грибы, все пережариваю и замораживаю. А так получается, это можно в пирожки положить, на хлеб? Можно, просто, да? А зимой размораживаю. Значит, чесночок натираю, потому что чесночком я не замораживаю. И все, и потом с чесночком получается грибная икра. Маш на хлебушка, и хочешь так кушай, хочешь пирожок. Закуска хорошая. Вот грибная икра, вот так делаю. Это вот надо жарить. Молодец. В общем, Ларис, рассказывай, что. Короче, этот рецепт, ребята, мы увидели также на ютубе, посмотрели. Именно с грибами, что придумать, и мы решили попробовать. В общем, что у нас? Красноголовики, ребята, уже отваренные. Да, ну мы на ютубе шампиньонами видели, Да. а такие мы еще не видели. Ну, это вот что ни на есть, ребята, отваренные красноголовики, полчасика. Потом мы фасуем в пакеты и замораживаем. Соответственно, вот мы уже достали с морозилки. Здесь у нас куриная печень. Вот именно решили попробовать. Печень очень люблю. Замочили на час. Здесь у нас там около 3 килограмм, да, Ларис? 2800, да. В общем, и решили сделать по-простому, реально. Килограмм лука, сливки пойдут туда, чеснок, перец, соль. Короче, ничего не будем обжаривать, да? Нет. И даже печень у нас будет сырая. Да, конечно. только Она гриб. нежная, она готовится очень быстро. Ну да. И вот что-то такое сливочное, ребята, чесночная такая будет паштетная, грибная система. И вот эта штука должна сделать, ребята, все по красоте. Вот именно что сырой лук, чеснок, ну грибы отваренные, понятно, что есть и свежие, но зачем заморачиваться, когда у нас уже все готово. Короче, это очень быстро будет. Просто, в принципе, тут нарезать, накидать, да? Поставим на часик на автоклав и... Нет, там даже меньше можно. Ну, короче, попробуй, ребят. В общем, давайте, погнали. Что? Чесночок, лучок. Ну, в общем, что можно приготовить? Мы сделали грибы, ребята, я уже показывал на канале. Мы делали жульен, мы делали картошку, грибы, мясо. У нас есть баночка, в принципе, нам тоже очень понравилось. Ну, красноголовики мариновать в баночках, ребят, что-то там не то пальто, а вот именно что можно еще сделать. И именно захотели с печенью. Куриная печень. Она очень мягкая, постоянно готовлю со сметаной, готовится 3 секунды, но реально отвал башки я очень люблю. Ну, многие ливер не любят, конечно, но, соответственно, тут под каждого подстраиваться, кто как что любит. Ну, вот решили попробовать. Опять же, 10 банок, ребята, 0,5. В принципе, сейчас должны... Не знаю, угадали, не угадали. У нас обычно одна банка мимо, да, Ларис? Что-то у нас всегда промах. Одной банки не хватает, в общем. И, ну, здесь также все, опять же, на глаз. Сливки просто купили. Будем добавлять. И все должно в собственном соку, ребята, приготовиться вот именно в автоклаве. Так что все делаем красиво. Не знаю, это уже у нас 8 или 9, ребята, рецепт. Рыбу мы перепробовали всю. Вообще всю, что у нас есть в реке, грубо говоря.
Ну, понятно, там какие-то там плотву, не плотву, естественно, да нет, но имею в виду там леща, налима, щуку, окуня, езей, пробовали все делать. Будем ждать новую рыбу. Да. Каши тоже перепробовали все, именно вот гороховая нам понравилась, перловая понравилась, которая вот такая жестко готовится, в автоклав это делает красиво, конечно. Ну вот сейчас сезон, огородный сезон, все на грядках, кабачки, помидоры, огурцы. Вот именно как раз сезон всяких закруток и сезон грибов, опять же, и почему бы нет. Эти вещи хранятся порядком, и взять тот же поход, как бы вот, красота. Зимой открыл баночку и, грубо говоря, вывалил там, и у тебя уже все готово. Также делали соус, кто видел, болонеза. Нам очень зашел, вообще круто. Отварил макароны, баночка. Короче, я тоже плавать начинаю. Блин, ну, лук, ребята, матерый, свежий, свой, блин, злой, конечно. По старинке, ребята, мы раньше делали, ну, нарезали и закладывали слоями в банки. А потом попробовали в одной таре все замешивать, солить, перчить, добавлять там масло, специи и все перемешивать, ребята, и закладывать в баночки. Намного круче получается. Почистила здесь немножко печень. Кстати, в многих регионах хорошая наживка на налима. Ну, не только на налима. Ну, я вот пробовал, почему-то у нас, ребята, он ни в какую не хотит брать печень, а так в целом мы и сами любим очень. В общем, что, нарезаем печень, ребята, целиком, конечно, не будем ложить. Понятно, что она разварится вся. Но все-таки решили нарезать немножко кусочками. В общем, все в одну тару, ребята. Лук покрошили, чесночок. Потом поперчим, а сливки уже будем добавлять отдельно по баночкам. Ну, не знаю, я думаю, нам хватит столько. Помимо, ребят, то, что режем, понятно, что это с конвейера, но все равно, может, где-то местами мы даже когда-то видели, что желчный пузырь целиком даже есть. Прям целый пузырек. Аккуратно удалять. Да, он, в принципе, там организму не навредит, просто от него очень горечь идет. И даже когда, допустим, ту же рыбу разделываешь там или какую-то дичь, надо аккуратно обрезать, не повредить, чтобы эта жидкость именно по печени не растеклась. Просто можно испортить. Соответственно, как бы проверяем. Помимо того, что нарезаем, еще и проверяем. Так, друзья, ну что, порубали мы. Ну, сейчас уже на глаз примерно видим, что десятка банок точно здесь будет. Чесночок меленько. Можно, конечно, и чеснока. Выжималку? Ну, короче, зачем там марать там за 6-7 зубчиков. Все это делается ножом спокойно. Так, немножко. Все равно, ребят, делается в собственном соку, и какие-то такие острые вещи, ну, надо не борщить, потому что можно испортить. В принципе, может, нам, наверное, и хватит, да, Ларис? Хватит, конечно. Все, ребята, перчим, да, солим обильно. Опять же на глаз, потому что, ну, плюс-минус мы сказали, сколько здесь всего. Соответственно, как бы все делается на глаз. Ну, в общем, ребята, вот вся простота вот этого блюда, мне кажется, будет все равно вкусно. Перемешиваем и по баночкам, да, Ларис? Угу. Получается где-то 10-15 грамм на килограмм. Ну, думаю, что так, кстати, нормально будет. Что-то поняли? Я не понял ничего. Короче, главное не пересолить, ребята. Досолить всегда можно. Это все страшного. А все остальное это мелочи. Ну и все, ребята, каша-малаша. Конечно же, руками.
все это тщательно сейчас с лучком, ребята, и все по баночкам. И по баночкам. Ладно, пока Ларис перемешивает, приготовлю, ребята. Автоклавчик затарю водичкой. В принципе, все у нас дело уже подходит к завершению. Все очень... Не стали мы морковку добавлять, хотя думали, да, Ларис? Я не думала, ты хотел. Ну, я что-то всегда морковочка, она же и цвет, и сластит, не знаю. Короче, и вот этот лук не стали зажаривать, и реально, чтобы он был все вот... Все, короче, просто, очень просто. Все должен сделать автоклав. Да, все делает, ребята, да, вот автоклав, все правильно. Опа. В целом, за сколько эксплуатации, ребята, автоклавом довольны, вообще довольны. И все равно приходят комментарии: Андрюха, вот смотрю видео, ты делаешь, блин, круто, стоит ли брать? Да, конечно, ребят, стоит, вообще даже не задумывайтесь. Понятно, что есть различные, и как бы и по объему, и какие-то сложные. Вот этот, допустим, Фенсел Мини, он так и называется мини, потому что он на 10 баночек пол-литровых. Есть, конечно, и на 15, точнее на 20 банок, на 15 банок. Нам, в принципе, достаточно. Вот как раз на раз сделать самое то. Он у нас даже не пылится, потому что постоянно мы что-то делаем. А сейчас такое время, что надо просто заготавливать и заготавливать. Готовим на пару, не на воде. 1,5 литра воды. Ну, примерно до фальшна наливаем, и все. Сейчас стерилизуем баночки, крышечки обязательно. Все, автоклав заряжен, ребята. Пускай пока здесь отдыхает. Банки, друзья, у нас используем винтовые, получается. И мы немножко для себя поняли. Покупали вот такие крышки. Ну, вот, они просто, не знаю, может по цене даже разница, да, Ларис, есть. Но у нас вот с такими крышками были подтеки. То бишь, вроде от руки закручивали нормально, но какие-то банки просто, пока варилось, немножко подтекало. А вот с такими банками, ой, крышками, не буду как бы делать рекламу, но с ними намного лучше. И вот у нас с ними проблем не было. Не знаю, в общем. Может, какие-то банки попадались уже такие плоховатые. Ну, короче, вот с этими крышками у нас были проблемы. Мы подумали, что из-за крышек. Не знаю. Может, это хорошо. По груздям. Вот они, ребятки. Есть груздочки. Будем кушать. Ну что, понеслась? Да. Всю эту жижу, ребята, по баночкам. Да больше, Ларис, добавляй. Нет, потому что сливки добавим. Потом посмотрим. Да? Если что, добавим. Угу. Ну, мне кажется, как раз, да, будет все четко. Лучком, да, лук вообще матерый. Что значит свежий, ребят? Чесноком пахнет классно. Лавруху тоже ничего не добавляем, да? Нет, я не хочу. Ну, короче, не перца, ребят, горошком, ничего. Вот именно просто должно получиться все равно классно. Потому что печень, она сама по себе такая. Ну, нам нравится очень. А сливки должны добавить именно вот этот вкус. Как соус, получается, будет. Консистенцию паштета. Да. Ну, то бишь такая, ребят, паштет можно будет. Ну, короче, посмотрим, что будем гадать. Первый раз сделаем, так что все увидим сами. Перебор, ребята. У нас по одной банке не хватало, но правда у нас вот 5 штук 450-х. Типа того, что-то 80. Ну, короче, вот этот, ребята, консистенция на сковородку, что и у нас, да, все будет жареное, готово. Короче, перебор. Значит, немножко, ребят, меньше надо добавлять, если вот так прям на 10 банок. На 15 банок бы было самый класс. Все, что, наливаем. Сливочки. Вот почему оставили место. Вот такая красота, ребята.
Так, одна баночка ушла у нас. Ну, как ты и сказала, Саша, 2 баночки. Ну, по 50 грамм Да. получается. 40-50 грамм. Ну ничего, на кофе и на ужин. Да, конечно. Сейчас убьем. Сейчас вот с этим сделаем. Все, братцы, заряжаем. Закладываем в автоклав. Угу. Пушка. Так, надо полотенце мне взять. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мне кружки что-то не хватает. Открытый был, что ли? Угу. Все, ребята, понеслась. Все, ребята, что на этом будем заканчивать на сегодня. Время у нас уже 7 часов, поздновато. Ну, до печени даже 50 минут, наверное, многовато, да. Ну, полчасика подержим. Но это после того, когда уже наберем все, ребята. Наберем мы 120 градусов, 1,2, клапана, все как обычно. И тогда уже подержим. Ну и оставим на ночь остывать. Пускай он потихоньку остывает, еще там бурлит. Короче, завтра, ребят, увидимся на дегустации. Посмотрим, как наши грибочки получились. Ну, я думаю, будет круто. Все, до завтра. Доброе утро, друзья. Ну что, сейчас будем пробовать с дочей. Постоял у нас ночку. В общем, полчаса вчера дали. Выключили, вот остывал. В общем, все, остыл. Давайте посмотрим. Мура. Опа. Ну-ка, дочь. Откручиваем наши баночки. Сейчас, подожди, я тут начну. Что Мура хочет? На окно. А, на окно. Все, давай, откручивай. Да? Телефон положи свой, да, 2 руками. Так. Опа. Ну что там у нас получилось? Вот такая красота. Она горячая? Не, уже стыл. Теплая. Теплая еще, да. В общем, красота, друзья. Видишь, такие ямочки, Кира? Это вот как раз чик, давление. Все, они законсервированы у нас. А эту я все вскрыл уже. Масло это. Ну, что-то такое, да. Вот такая, ребята, у нас
штука. Смотри. Печенка. Мягкая просто. Как паштет, ребят, смотрите. Видишь? Что с печенью? На вкус? Очень вкусно. Короче, ребятки, что могу сказать? Шедевр. Очередной шедевр. 100%, ребят, плюсую. Вообще огонь. Очень вкусно. Все очень быстро накидали и вот, пожалуйста. Блин, печенка вообще получилась бомба. Так что вот, пользуйтесь, ребята, с грибами, делайте. Класс. Короче, я кушаю. Ты будешь, дочь? Ты грибочки не любишь у нас? А я буду. Без комментариев.